Ассаляму алейкум, сайгылы телесерджилерimiz. Бүгін біз Киев опера ве балет театрында болунамыз. Себебі сізлерні ажайып санат әлемінен таныш етмек. Бүгін біз Ромео ве Джульетта спектакліне тәшриф бұйырдық. Шекспирнің эбеде әсері асырлар девамында ичкім сені ләқайт қалдырмай. Бұл спектакль дүнияның чешет көшелерінде бинлернен кере саналаштырыла. Киевде есе бұл спектакль 40 елдан зияде саналаштырыла ве дайыма қошнутлық дұйғыларына бағышлай. Хотілося б увидіти класику Ромео і Джульєтта. Я прийшла насолодитися мистецтвом, відкрити для себе щось нове. Просто люблю балет, тому що ми дуже любимо балет.
Спектакль «Ромео и Джульетта» является одним из самых ярких спектаклей киевской сцены. И постановка Анатолия Шекеры была в мире признана одной из самых выдающихся. Вот что характерно для шекеровских спектаклей? Есть вот такой один момент. Вот как говорил Шекспир, ставьте меня, как будете жить. Когда приступал к работе над спектаклем, он всегда искал связь с сегодняшним днем. Для чего делать? Если переодеть актеров в джинсы, майки, это будет супер современный спектакль. Он за естество, понимаете? Вот если любишь, умей любить. А этот спектакль о вашей любви? Ну, есть какие-то моменты. И когда я ему говорила, слушай, скоро у нас вообще никаких секретов не останется. Он говорит, ничего, я режиссер, я придумаю.
Вы исполняете роль Ромео. Что характерно для спектакля «Ромео и Джульетта»? Именно для этой постановки характерно то, что постановщик Анатолий Федорович Шекера решил не давать артистам в руки шпаги. И мы как бы имитируем то, что у нас в руках есть оружие, но благодаря постановке зритель видит, что и представляет, что в руках у нас действительно шпаги есть, и как бы это выглядит как бой на шпагах, а не как обыкновенная драка. Характерна особенность этого спектакля такая вот есть. Это хореографическая особенность. Хореографическая, да, да. А скажите, а вот с какими мыслями и эмоциями должен уйти зритель после спектакля? С эмоциями, опять же, кто как воспринимает, кто что хочет увидеть и ради чего идет на этот спектакль. Но это спектакль для большой любви, всепоглощающей любви, которая не знает границ, и даже в смерти как бы это все равно любовь. То есть, и поэтому зритель должен уйти с ощущением, с желанием любить. Şimdi icra etilgen Manteki diye Capuletti nağmesi gayet popüler. Bestekar Sergey Prokofiev muzıkanın ifadeli vasıtalarının bir-birine düşman olgan хоранталарны rıtsırlar oyunda gösterdi. Bu epizod gayet meşhur. Вы исполняете роль Джульетты. А вот каково быть Джульеттой? Знаете, это один из моих самых любимых спектаклей. Джульеттой быть замечательной. Здесь есть творческий рост персонажа от начала спектакля к концу спектакля. Сначала она выходит ребенком на сцену, балуется, затем она влюбляется. Любовь у нас несчастливая в спектакле. Она становится женщиной, которая пережила утрату. И в конечном итоге все мы знаем, какое решение она приняла в конце спектакля. Спектакль много очень интересных режиссерских решений. Хореография, честно, удовольствие большое танцевать этот спектакль.
именно в этой постановке Анатолия Федоровича Шкерга. Мгм. А скажите, пожалуйста, а артисту балета с чем легче договориться, с телом или душой? Вы знаете, сложно сказать, потому что и тело иногда нас подводит, мы не роботы, мы не машины. И с душой у нас есть какая-то своя жизнь, которая иногда мешает, но мы всегда, артисты, очень готовимся к спектаклю, пытаемся отбросить все лишнее и сконцентрироваться на данном спектакле, постановке. И каждый раз пытаемся максимально вложить душу, так, чтобы зритель почувствовал, тут еще очень важно, чтобы не только мы почувствовали, а перенести наши эмоции через рампу, чтобы зритель ушел после спектакля с той задачей, чтобы я смогла донести ту задачу, которая была поставлена режиссером, репетитором и самой собой. Да. Хорошее. Я вообще из Вильнюса. Мы работаем тут вот с коллегами неделю и решили вечером прийти на спектакль посмотреть. Очень интересно. Чудесный спектакль. Ну, Анатолий Шкерга. Как? Все нравится? Музыка нравится, балет нравится. Батальні битви виглядають дуже незвично за допомогою танців, за допомогою рухів, як актори передають свої емоції за допомогою певних рухів, певних ритмів. Я взагалі вдруге в житті на балеті, і я просто дуже вражена. Мені стільки подобається, просто коли ти дивишся на цих тендітних балерин і розумієш, скільки праці вони взагалі вклали в кожен рух, скільки репетицій було проведено, це колосальний труд. І ти дивишся, розумієш, що мистецтво – це поєднання і ремесла, і таланту, і направду це можна насолоджуватися безкінечно.
солистки. Я горжусь тем, что украинские балерины вообще молодцы. Я очень рада. Очень нравится. Бүгінгі sevgi hikayesi sonuna keldi. Медбеттeki programmalarımızda bu sizlerine acayip sanat alemini tanış etmeye devam edeceğimiz. Görüşmek üzere.